Селям алейкум, усім привіт. Це телеканал АТР, програма Бугунь. Сьогодні мене звати Айдер Муждабаєв, і я дуже радий сьогодні вам представити мою гостю, яка, здається, ніколи не була в етері телеканалу АТР, але дуже заслуговує на це, тим більше в контексті подій, які відбуваються останніми не лише там місяцями, а днями. Зараз ви зрозумієте, про що я кажу, про що йдеться. Знайомтеся, Ганна Жарова, громадська діячка, як правильно, співзасновниця організації «Ізраїльські друзі України». І ти знаходишся, Аня, привіт, в місті якому? Привіт. Я зараз знаходжусь в Гіват-Нілі, це біля Хадери в Ізраїлі. Але Це де, на півночі, на півдні, в центрі? ні, це північ, недалеко від Кейсарії, де зараз мешкає наш по ходу новий прем'єр-міністр, старий новий прем'єр-міністр. Ти маєш на увазі друга Путіна Нетаньягу, так? Я маю Нетаньягу, Бібі Нетаньягу, так. Ми залишаємося українською мовою, але я можу перейти на російську. Як тобі зручніше відповідати, скажи? Якщо можна, ти можеш розмовляти українською, я буду відповідати російською, тому це буде гораздо швидше. Мені не вистачає. Різниці немає абсолютно. Ми про користь, а не про форму. Добре, я, звісно, маю почати розпитувати тебе про результати виборів, аналітику. Я то все це читав, бо я вже все знаю, але не знають наші глядачі. Наші глядачі нас дивляться в Криму, тимчасово окупованому, по всій Україні і в багатьох країнах світу. Ці люди, вони прагнуть розібратися і в тому, що відбувається, а не так поверхнево все сприймати. Тому я тебе і запросив, власне. Я коротко скажу, як відбулося наше знайомство декілька років тому, коли, перше, Анна Жарова народилася в Херсоні. Це вичерпно, представляє нашу гостю. Ти мене чуєш? Зараз так, але на хвилиночку нічого, тут екстремальний в нас, то, знаєш, то струму немає, то щось інше, то інтернету немає. Але будемо надіятися, що все у нас вийде сьогодні. І я хочу розказати трохи, бо я познайомився з Анною, коли я приїздив до Ізраїлю, і Анна зі своїми, однодумцями, людьми, які підтримують Україну в Ізраїлі, організували туди дуже теплу зустріч з дуже класними людьми. Я так розумію, що це ті самі люди, з якими ти зараз всій організації «Ізраїльські друзі України» допомагаєш нашій країні, так? Нас стало гораздо больше. Это важно сказать, что, конечно, наша организация существует с 2014 года, и она была реакцией на события на Майдане и на оккупацию Крыма, войну на Донбассе. И мы уже тогда начали действительно заниматься помощью и развитием израильско-украинских отношений. На тот момент не было практически ни одной организации в Израиле, которая бы взяла именно это как инициативу, да, и на разных уровнях бы способствовала какому-то диалогу. И мы эту работу взяли на себя. Когда началась война 24 февраля, я думаю, что для многих это было, во-первых, ударом, шоком, и потом люди начали самоорганизовываться. Для нас, к сожалению, это это было шоком, но у нас уже была платформа, то есть все те, скажем так, весь тот актив, который у нас был, он в одну же секунду собрался, люди, которые мы месяцами не общались, и мы уже распределили роли. И за эти 8 месяцев наша комьюнити очень выросла, то есть пришло очень много новых ребят, более 100 человек, это только, скажем так, такой очень потужный актив, да, который выходит там и на акции, и, то есть всегда на всех мероприятиях мы видим этих людей. И, конечно, среди наших именно активистов тоже появились новые лица, много пришло молодых ребят,
То есть реально по 20 лет, скажем так, наш актив очень обновился, и мы видим это тоже и по идеям, которые возникают, и по вот мы осваиваем сейчас телеграм-канал, и Инстаграм у нас очень активно заработал, то есть все каналы коммуникации. В общем, мы развиваемся именно благодаря тем новым людям, которые пришли тоже помогать и присоединились к нам. Ну, я пишаюся тобою, вами, всіма. І я просто хочу додати, що моя сестра рідна, яка живе давно в Ізраїлі, вона бере участь з друзями своїми, з родичами, бере участь у ваших демонстраціях. І просто знаєш, я все це більш-менш уявляю, хоча ні, насправді. І мені теж цікаво. Як ти ось можеш, ну, ти знаходишся всередині Ізраїлю, ізраїльського суспільства, як ти можеш оцінити масштаб підтримки України з боку громадян Ізраїлю? І не лише активістів, а людей, які ходять там, приєднаються до акцій, до зборів там, на щось, так? Ось твоя оцінка, підтримка України і, ну, це соромно казати, але є і такі люди в Ізраїлі, підтримка Росії. Теж таки є, і тому є теж причини, певні обставини, які Так, нас і... немало таких, Да. да, есть немало таких людей, которые поддерживают Россию, но я сначала расскажу про тех, кто поддерживает Украину. Дело в том, что мы действительно были очень удивлены в хорошем смысле, когда очень много именно израильских организаций, которые не говорят там на русском, украинском, которые, ну, скажем так, главы этих организаций — это коренные израильтяне там в третьем поколении, но все очень объединились с первых же дней войны и на помощь Украине. Первую гуманитарную помощь, которая выходила, то есть еще на уровне государства и посольства решали вопросы там о грузовых самолетах, мы уже благодаря израильскому бизнесу, который тоже не говорит на украинском и русском, смогли оплатить несколько самолетов и отправить гуманитарную помощь. Мы когда организовывали акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион, когда не пускали беженцев, Кабат, это глава, то есть безопасности Бен-Гуриона, доставал нам мегафон. Он для нас искал мегафон, потому что мы приехали, и рассказывал, как лучше стать и как повлиять на то, чтобы, ну, нас услышали. То есть полиция, когда мы приходили на демонстрации в Кнессете, нам говорили: нет, вам нужно стоять здесь, потому что здесь лучше видно и слышно. То есть на уровне, вот прям на уровне таком, не только даже гуманитарная помощь, сборы и вот бесконечные делегации, израильтяне, которые тоже, опять же, коренные, которые занимались эвакуацией, которые волонтерили в этих лагерях беженцев на границе в первые месяцы. То есть действительно в израильском обществе есть некий консенсус в мейнстриме про то, что Украине нужно помогать. При этом важно сказать, что да, есть немало голосов про как бы критики помощи, особенно когда Украина просит военную помощь. И эту критику разгоняют прежде всего пророссийские паблики. И есть еще одна тема, очень болезненная, и мы не знаем, как к ней, ну, то есть мы ей пытаемся все время заниматься, но это та карта, которую постоянно используют вот эти, скажем так, пророссийские пропагандисты по поводу украинских нацистов. И, конечно, тема Шоа, Холокоста и, скажем так, участия неоднозначных украинских лидеров, и она действительно, она очень сильно разгоняется. И вот среднестатистический, секундочку, среднестатистический израильтянин не разбирается. То есть для него вот эта вот попытка рассказать именно со стороны пропагандистов, что есть, что украинцы это нацисты, она где-то перекликается, особенно у пожилого населения, да, с тем, что действительно во время Второй мировой войны, да, украинцы участвовали в уничтожении еврейского населения. Ну, я перейду на трофейную мову. Хочу, знаешь, что ремарку ставить потому что я знаю, что ты человек популярный, и тебя смотрят, и будут смотреть это интервью в Израиле. Я хочу рассказать всем людям, которые никогда не были в Украине, но и я в 43 года жил не в Украине, а в России. И я вот крымский татарин, абсолютно человек объективный в этом плане. Я могу сказать, вот, что все эти стереотипы, дамы и господа, бросайте на помойку просто. Потому что
Украина — это очень еврейская страна. Вот вы странную вещь сейчас услышите от меня, но это очень еврейская страна. Согласна? Среди активных людей, среди уважаемых людей, среди патриотичных людей. Ну, я даже, то, что у нас президент Зеленский признан самым влиятельным евреем мира в этом году, ну, я не знаю, какого еще антисемитизма вам не хватает, да, вот это просто перелом мозга, он вызванный, понятно, закостенелым вот этим советским мышлением, и эта пропаганда использует на полную катушку. Но сейчас вот были такие, я их называю борцами за антисемитизм. Вот была такая группа людей в Украине, которые такие профессиональные борцы с антисемитизмом, которые и искали антисемитизм везде, и реагировали на все провокации, оплаченные российскими спецслужбами, там, нападения на синагоги, поджоги, все это были провокации, заказанные из ФСБ, да, ничего самодеятельства никакой не было, никто тут этим не занимался из украинцев, да, осквернение кладбищ и так далее. А эти люди разгоняли. Вот эти борцы за антисемитизм в Украине сейчас приумолкли. Потому что, наверное, может, они уехали, потому что отозвала, так сказать, контора их, да? А может быть, боятся получить что-нибудь неприятное от своих же соотечественников, которые воюют в украинской армии, например, да? Которые знают цену всей этой брехни. Ладно, когда еще до этой фазы войны это как-то проходило как маргинез такой, и это маргинез в Украине. Вообще, антисемитизм маргинез. Вот. Значит, а сейчас они просто пропали. А они годами писали про какой-то особенный украинский холокост пуль. Они выдумывали терминологию. Это им из Кремля, я думаю, выдумывали. Я читал эти тексты, которые явно были написаны не в Украине. Я много текстов читал, я соображаю. Я 35 лет в журналистике. Это были тексты, переданные им из Москвы. Приезжали люди сюда из Москвы, провокаторы. Кстати, некоторые из них сейчас живут в Израиле, которые устраивали здесь акции, которая называлась, я прошу прощения, в кавычках «Убей жида». Они, значит, провоцировали, значит, людей, говорит, сфотографируйтесь, делайте селфи с надписью в любом вашем городе, селе украинском с надписью на стене «Убей жида», выложите селфи, геолокацию и, значит, знак протеста, типа акция такая за очищение украинского общества от антисемитизма. Проблема только в том, что никаких надписей «Убей жида» не существует в Украине в природе, их нет. То есть эти люди призывали, это была акция, рисовать все это дело. Мы с Павлом Фельдблюмом, которым ты, наверное, знакома, с Да, да, еврейским знаю, общественным, который конечно. сейчас один из наэффективнейших волонтеров, таких же, как ты, который с фронта не вылезает, и израильские, и бизнесмены, я просто знаю этих ребят, и просто люди помогают Паше и доверяют ему, он все отдает, что имеет и больше, чем имеет, и получает все нашей армии, да, и он такой патриот. Мы ту провокацию где-то года 4 назад разоблачили, человек просто сбежал, и никакой акции вообще не получилось, ну потому что ее не могло быть. Это был заказ, работающий вот на этих борцов за антисемитизм в Украине, да. Они выдумывали какую-то инициативную украинскую антисемитскую спільноту, которая не существует. И закончу я тем, потому что все-таки твое интервью, что согласно опросам социологии любой, ну Зеленский это вообще высший пилотаж социологии, но согласно любой социологии в Украине самый низкий уровень антисемитизма в И Европе, мы и в это Восточной, и публиковали. вообще. И я должна сказать, что вот исследования, которые были, и есть Владислав Лихачев, который тоже занимается их институт, если я не ошибаюсь, как раз в этом году получил номинацию на Нобелевскую номинацию как общественная организация, если я ничего не путаю. Так вот, мы как раз тоже в Израиле публиковали одно из исследований, где было 2019 года или 2020 года, который говорит о том, что Украина одна из, ну, как бы с точки зрения антисемитизма в Европе, Украина там на чуть ли не, ну, на предпоследнем месте, да, в списке там Но я 50 вообще, стран. вот, Аня, я не И знаю вообще, в принципе, другой страны, может, где-то есть в Европе, где столько евреев я согласна, известных, и активных. более Да. того, да, и более того, я должна сказать, что в Украине очень активная еврейская община, и она активна не только потому, что, ну, скажем так, ее лидеры, а ровно потому, что есть такая кооперация принятия государством это, как бы, этих лидеров общины, количество программ, проектов. И, безусловно, я согласна, и поэтому мы здесь, в Израиле, вот как вы с Пашей разоблачали вот эти антисемитские да, ну, профанации, можно так сказать, в Украине, мы, в принципе, здесь, в Израиле, боремся с тем же, с этими пророссийскими пабликами, с теми, кто выходит на улицы с плакатами или разносит листовки. В Израиле, в городах, где большое население, например, русскоязычное, такие как Ришон Ле Цион или Петах Тиква, в
людям в почтовые ящики вкладывались листовки на иврите, рассказывающие о том, какой нацизм в Украине. То есть эта пропаганда здесь существует, она работает, мы видим, и тоже есть, как бы есть разные структуры, которые сейчас занимаются, как сказать, расследованиями, да, откуда торчат уши, можно так сказать, но нам понятно, что уши торчат из той страны, которая напала на Украину. То есть это занимает, мы бы хотели только заниматься гуманитарной помощью, как это было в 2014 году. То есть наша деятельность была абсолютно гуманитарной и социальной. Мы собирали деньги, отправляли бандажи на фронт, там, помогали раненым здесь, сопровождали их, когда они здесь лечились. То есть у нас все это и есть и сейчас. Мы это все делаем, но, к сожалению, к нам добавился еще очень огромный кусок работы именно адвокации за Украину, раз постоянно развенчивание мифов, да, или там каких-то вбросов. И вот мы сегодня видели, ну, мне уже прислали, что там пишут про какие-то бредни, что Украина не из-за того, что не получает военную помощь, значит, собирается идти в суд и требовать эти деньги. Ну, то есть полный бред, да, но важно понимать, что этот бред кто-то пишет, его кто-то заказывает, его распространяют, и есть немало людей, которые этот бред подхватывают и дальше разносят Но это по такая сети. геббельсовская пропаганда, абсолютно геббельсовская пропаганда. Говори самое ужасное, ври на всю катушку, и кто-нибудь поверит, да? И главное, много. И это все деньги, это фабрики троллей, это листовки тоже оплаченные россиянами, ну, а спецслужбами и так далее. Вот. Но я хочу вот, что перейдем к конкретике уже больше. Мгм. Ты написал абсолютно блестящий пост в Фейсбуке, можете найти страницу Анна Жарова латинскими буквами и отмотать буквально пост был написан, такое расследование небольшое, про вот этот информационный вброс, вот этих сил, о которых Анна сейчас рассказывает, которые утверждали, что Украина проголосовала за резолюцию, за антиизраильскую резолюцию в ООН. И это пошло по всем каналам, как из труб просто полилось по всем, и в Израиле, я так понимаю, и на иврите, и на русском, и в Украине, и на украинском, и на русском. Тут начались истерики, зрады. Ну, понятно, забросили дрожжи вот в эту среду, Да. где люди не всегда критично воспринимают информацию. Я хочу, чтобы ты вот от начала до конца, я тебя не буду ни перебивать, ни дополнительный вопрос задавать, рассказала эту историю про якобы голосование в ООН. И, кстати, передаю тебе благодарность от неназванных, но очень хороших сотрудников Министерства иностранных дел Украины, которые тебе страшно благодарны. Спасибо. Я должна сказать, что я была одной из тех людей, которая также написала, сначала я написала пост удивления, и я этот пост написала как обращение к Владимиру Зеленскому, президенту Украины, с тем, как такое может вообще, как такое могло произойти. То есть я была одним из тех людей, которые тоже на эту новость купилась, да, потому что после того, как отреагировал Раф Моше Асман, после того, как написали там в русской прессе у нас, да, я отреагировала на следующий день, потому что люди мне писали, спрашивали: Аня, почему ты молчишь? И я поняла, что я, как человек, который занимается именно общественной деятельностью также, я не могу промолчать на эту тему, я реагирую как израильтянка, потому что очень часто меня путают и говорят, там где-то называют украинкой. Нет, я еврейка украинского происхождения, для меня Украина моя страна, в которой я родилась, выросла, и где живут мои родные и друзья, но при этом я израильтянка, да, и я тоже отстаиваю интересы страны, в которой родились мои дети, живет моя семья и так далее. И здесь нужно как бы балансировать между этими двумя странами и интересами этих двух стран. И я, да, отреагировала тоже, то, что называется, из живота, очень эмоционально. И на это, на мои эмоции я стала тоже получать, ну, скажем так, но
история не отпускала. То есть вопрос, как так могло произойти, что действительно сейчас вот, значит, такая резолюция и такая антиизраильская, и вот что Украина прям так вляпалась. И я начала как бы смотреть. Мне написало несколько людей, говорят: Аня, очень странная вещь происходит. На сайте ООН нет никакой резолюции, нет текста, нет голосования. В те даты, про которые говорится, там нет ну, ничего, никаких ссылок вообще. Я зашла и начала, это тоже для меня урок, я начала изучать все тексты, которые были до программы, и дошло до того, что стало понятно, что мы вообще говорим про какой-то драфт. Нету ничего другого, кроме документа, который драфт, как Драфт черновик. переведи, черновик, да, Драфт — черновик. это черновик, да, некого проекта, который только должен будет податься на, ну, то есть на рассмотрение, и что оно вообще, ну, как бы сформулировано, это разоружение, ядерное разоружение Ближнего Востока. Я прочитала этот документ, там ни разу не упомянут Израиль как Израиль, что вот это антиизраиль, ну, то есть там нету в этом тексте нету Израиля. Я пересмотрела несколько раз. И Ближний Восток — это не только Израиль, мы говорим про Сирию, Ливан, и мы говорим про Иран, и ну, про другие страны, наши проблематичных соседей. Дальше я стала смотреть, окей, а кто на иврите вообще написал информацию, да, куда она разошлась, кроме, понятно, социальных сетей, что все это подхватили. И увидела, что этот пост был, ну, то есть это информация, и когда еще нету текста на сайте, но уже есть заголовок в Jerusalem Post про то, что вот, и он так назван антиизраильская резолюция, но в текстах не за что зацепиться. На больше ни одно израильское СМИ серьезное, да, то есть то, за которым, ну, в Израиле следят, не написала, не подхватила эту новость. Подхватили только на русскоязычной улице, русскоязычные СМИ, да, написали это в телеграм-каналах. Это тоже стало, ну, как бы такой странностью, потому что, ну, скажем так, тут есть что посмаковать, давайте честно скажем, да, значит, такой грандиозный скандал, но израильские СМИ про это не писали, возможно, из-за выборов, а возможно, действительно, ну, как бы разобравшись, что нету самого документа, даже не обратили внимания, ну, не придали должное этой новости. И дальше выяснилось тоже, когда мы увидели, есть журналист в Jerusalem Post, который пишет на украинские темы. Когда заходишь на ее твиттер, то там как-то однобокая позиция по отношению скажем так, к Путину и к войне. То есть у нее война между Украиной и Россией, она равна, да, то есть вот, значит, обе страны воюют, то есть там нету, что Россия напала на Украину. Ну, то есть ничего такого прям кошмарного, да, что там она прям пишет, что вперед за Путина, но между строк ты понимаешь, каких взглядов этот человек, да. И дальше еще один момент, что тоже немаловажно, это происходит за 2 дня до выборов в Израиле, важных выборов, серьезных выборов, где украинский голос важен, где, скажем так, да, потому что было проведено масса всяких опросов и прессой, и разными институциями, которые показывали однозначно как бы одну тенденцию, что в Израиле Украина не есть главной и единственной темой, которая влияет на выбор избирателя, но однозначно она одна из. То есть человек, который идет выбирать, Украина внутри встроена в тот список вещей, которые, скажем так, да, избиратель ожидает, ну, как бы от той партии, за которую он идет голосовать. То есть Украина 100% присутствовала. И тут такой вброс, ну, в общем, все это вместе, мне кажется, тут не нужно быть супержурналистом, аналитиком или там ходить к гадалке. То есть, сложив эти 2 плюс 2, ты понимаешь, что произошла какая-то, ну, скорее всего, это информационная диверсия, на которую все купились, включая меня. Но ты разобралась в этом. И спасибо тебе за это огромное, потому что я, когда прочитал, я, ну, вот твоим
постом этим. Я не знаю, где он опубликован и не опубликован. Я бы тебе предложил публиковаться где-то на регулярной основе, вести колонку и на иврите переводить и так далее, если есть такая возможность, да. Вот. И в украинских СМИ можно такую возможность получить, и в израильских. Это не чрезвычайно важно, потому что ты помогаешь людям, потому что люди не так глубоко не копают. И в Украине многие даже журналисты, но я про уровень нашей журналистики вообще молчу, чаще всего это в лучшем случае, вот, значит, тоже хайпуют, тоже кричат, тоже зрада все побежали. Успокойтесь, посмотрите на Аню Жарову, выдохните и почитайте, что она написала. Вообще нет предмета разговора. Вот. И теперь перейдем уже вплотную к выборам. Как это, ты очень интересно оценишь результаты этих выборов. В Израиле очень сложная политическая система. Кто-то, один мой знакомый, кстати, ну, политик, можно так сказать, израильский, сказал, что в его терминологии Израиль это страна больной демократии. То есть демократия, но больная. Какие болезни у нее и так далее. Сначала такую преамбулу, как устроена политическая система Израиля, да, и там какие, ну, по крайней мере, основные блоки, на что это делится, да, кто на что влияет. Ну, а потом уже перейти прошу к анализу этих конкретных выборов и возможных последствий этого выбора. Да. Ну, в Израиле, в Израиле, конечно, отличается от многих других стран тем, что у нас как бы премьер-министр, да, у нас нету конституции. По факту есть декларация Конституции, которая была принята в 1948 году, когда было создано государство Израиль. И, то есть на эту декларацию все ориентируются, но по факту мы живем по тем законам, которые принимаются, скажем так, да, принимаются Кнессетом. У нас парламентская республика. Я не уверена, что я правильно перевожу это на русский. То есть у нас Правильно, правильно. в нашем Кнессете 120 депутатов. Депутаты мы избираем партии, то есть как бы у партии есть лидер, то есть мы не голосуем там только за одного человека, там, да, например, за президента. Президент у нас определяется Кнессетом, то есть происходит голосование тайное, а премьер-министр, он избирается за счет, ну вот, как бы... Пропорционально Да, к пропорционально. коалиции. Это чисто кристальная парламентская республика Да, при партийной системе выборов. Да. абсолютно, да, абсолютно так. И поэтому у нас нет, например, как в той же Британии или там в Америке две большие партии демократов там и, например, консерваторов, да, и вот между этими партиями всегда идет выбор. Нет, у нас действительно премьер-министром по факту может стать каждый, если его партия берет большое количество голосов и плюс может собрать коалицию. И вот тут со сбора коалиции тут самый проблематичный вопрос, да, Это потому самое что болезненное место израильской демократии, потому абсолютно, что да, коалиция это всегда компромиссы и не всегда удачные, скажем так. абсолютно так. Айдар, ты меня слышишь? Да, да, прекрасно слышу, говори, пожалуйста. Да, вот, абсолютно так. То есть у нас получается, что, во-первых, в Израиле живет больше, ну, скажем, выходцев из 120 стран мира, да, то есть как бы люди со всего мира сюда приезжают. У нас очень электоральное общество, то есть у нас есть порядка 21% от населения это израильские арабы, у нас 15%, если я не ошибаюсь, это люди как бы религиозные, их называют еще харидим, да, и есть еще блок, где люди религиозные, но традиционные. Ну, то есть у нас как бы очень-очень ну, секторально люди голосуют. Это тоже важно понимать, и это влияет, естественно, как бы на партии. То есть есть партии, которые неизменно, не всегда там будет, не знаю, 10-12 мандатов, там, это их максимум. Мандаты, то есть вот сейчас не скажу, сколько, я знаю, сколько нужно, по-моему, 150 тысяч голосов, это чтобы перейти электоральный барьер, а сколько стоит мандат, мне сложно сейчас сказать Стоит так в на ходу. смысле не денег, а голосов. Да. Я имею в виду, то есть, да, то есть голоса, которые переводятся. И поэтому у нас сейчас политический кризис абсолютно налицо, потому что уже там
два с половиной года Израиль, то есть это были наши, за 2,5 года это были наши 5-е выборы. Они, то есть первые 4 раза просто не смогли, первые 3 раза не смогли собрать коалицию, на 4-й раз у Нетаньяху не получилось собрать коалицию, передали это Лапиду, прошлого премьер-министра, да, из Ешатид это получилось. Теперь, и у нас, даже если вот посмотрите, я вчера тоже про это писала, что разница между двумя лагерями, но, скажем так, есть лагерь правых взглядов, есть лагерь центр левых, и арабские партии их всегда выносят за скобку, потому что арабские партии, они в основном поддерживают, или даже не то, что поддерживают, а у них риторика про оккупированные территории, у них риторика про террористы, шахиды, ну и так далее. Да? В израильском обществе абсолютно к этому не терпимо, поэтому и даже обычные, ну, скажем так, тот же левый лагерь, или там даже не левый, а центральный лагерь не всегда готов, центральные партии, центристские, готовы с ними делать коалицию. Но если мы посмотрим чисто на цифры, тоже там на вчера, когда было подсчитано 85% голосов, разница между двумя лагерями была 0,01%. То есть разница в 3900 голосов, то есть между вот правым лагерем и центром левым, включая арабские партии. То есть если мы действительно так полярно это разделяем. И это говорит, опять же, это говорит о серьезном кризисе в нашем обществе, уровень не то что не дружелюбие один к другому, он просто... И риторика, которая ведется и на улицах, и, ну, скажем так, и лидерами этих лагерей, она очень проблематичная. И действительно, ну, есть много сейчас с людьми, с которыми я разговариваю, естественно, люди, которые с правой стороны, они очень радуются. Это огромнейший результат, серьезно, после вот 4 кругов недобора голосов. И, извините. Нормально. Недобора голосов, то есть это прям Говори, ничего дом, страшного. да, полон детей, и я... Все нормально, это прекрасно. Да. И то есть недобора голосов сейчас те цифры, которые выходят, что партия религиозных ШАС получила 12 мандатов, и партия Оцма Иудит, еврейская сила, это ее считают, лидеров этой партии считают ультраправыми, очень ультраправыми, да, то есть она получила 14 мандатов. Она стала 3-й партией по величине в Израиле. Как бы, скажем так, партия Ликуд, премьер-министра Беньямина Нетаньяху, партия там, она осталась неизменна, там 30 мандатов. Но если мы посмотрим на цифры, это люди, которые вышли на улицы, то есть вышли на избирательные участки, и действительно они практически достучались до каждого. В центральном лагере все, ну, скажем так, людей либеральных взглядов, мне кажется, в любой стране меньше, ну, по крайней мере, по ощущениям субъективным, да, и вот, но действительно сейчас есть такой, можно назвать плач Ярославны. Ну, то есть мы слышим и видим, что общество очень полярно разделилось, те, кто радуется, и те, кто говорят, что ну, пришло время собирать сумки. И, естественно, на это тоже получают огромную критику. Нужно подождать, да, я думаю, что когда сейчас улягутся все страсти, понятно, что то есть коалиция, которая сейчас строится, она проблематична в том смысле, что 50, ну, может, пусть не 51% вместе там с арабскими партиями, ну, давайте для чистоты там 45% все, ну, как бы израильского общества не представлены в этой коалиции от слова совсем, не представлены ни одним, ну, как бы ни одной партией, и это проблема, это реальная проблема, и мы уже видим, может быть, это популистские заявления и по поводу законов про ЛГБТ, и про то, что в прошлой коалиции было 30 женщин, в этой коалиции есть всего лишь 9
9 министров, да, на 30 министров как бы мужчин, 9 министров женщин. То есть уже женские, то есть организации, которые по правам женщин поднимают голос. Ну, в общем, короче, это будет непростое время для нас всех. Уточняющий вопрос. Я вот в начале разговора нашего назвал господина Нетаньяху другом Путина. Может быть, это не совсем корректно было сказано. Вот, но это выглядело так. Я прошу прощения, это не я по 8 раз в год ездил в Путину, надевал георгиевские ленты и маршировал с ними в этом нацистском шествии, которое вылилось в нацизм, в русский рашизм, в этот фашизм русский, бессмертный полк и так далее. Но это всегда объяснялось реалполитик, то есть у Израиля свои интересы, и нам надо, у нас там... И мне объясняли, на самом деле, люди, которые говорят, что под страшным прессом еврейские общины в России, что там депортируют там десятки раввинов, которым властям не нравится, угрожают там арестовать библиотеки старые еврейские, угрожают депортациями, угрожают вплоть до... А в последнее время вот просто открыто уже прямым текстом угрожают, если Израиль будет помогать Украине, вот мы, да, то мы вам привезем Хизбаллу просто туда, в Сирию, под границей, и пусть они что хотят, то и делают. Да, это вот, просто я не могу источники назвать, но это вот так сейчас работает российская дипломатия, если так можно назвать, да, террористического этого государства. Поэтому вот сейчас, вот возвращается Нетаньяху, ну, скорее всего, он будет премьером же, да, все-таки, безусловно. Вот, да, мы абстрагируемся от его личности, от этих уголовных дел, хотя там вот просто почему больная демократия, там на каждого у вас политика, я даже не разбираюсь, там правых, левых, там, ну, очень много политиков под уголовными делами находится, это тоже специфика такая, да, Да? вот, Нетаньяху и его, я слышал такую цитату, что он типа больше хочет помогать Украине, но это тоже может быть популизмом. Вот как ты думаешь, вот твой прогноз, как будет вести себя эта коалиция и это правительство во главе с тем же самым возвратившимся Нетаньяху по отношению к Украине и России? Прогноз, подчеркиваю. Смотри, давай мы абстрагируемся. Я действительно попытаюсь быть здесь, насколько возможно, объективной, да, по этой ситуации. Мы видим на протяжении с того момента, когда началась война, от как бы тогда главы оппозиции не было ничего, не было, как сказать, никаких реакций, да, то есть на протяжении 8 месяцев была Вообще практически ничего. абсолютно... Было пару высказываний. Было высказывание, когда закрыли, когда Россия стала шантажировать закрытием Сахнута, и как бы премьер-министр Беннет, значит, вместе с Лапидом и с Герцогом, нашим президентом, пытались, как сказать, ну, разобраться с этим кризисом. Он выступил, и была пресс-конференция, где он очень активно говорил про то, что с Россией нужно договариваться, что вот, значит, это безответственная политика, которую ведут. Теперь, если мы говорим, например, про того же Бен-Гвира, который является главой партии «Еврейская сила», то мы видим также, например, сейчас всплыли кадры, где в 2008 году он выходил к украинскому посольству с плакатами про то, что там, значит, в Украине нацисты. Вместе с Эскиным есть такой пропагандист. Да. Какой же позор. То есть это было давно история, но там много, к сожалению, таких историй про главу этой партии. Теперь мы видели проблему серьезную с беженцами, и что Израиль закрывал дверь беженцам с Украины. К сожалению, это... как сказать, эта тенденция продолжается. Она не, ну, то есть в ту секунду, когда про нее не говорят в прессе, это не значит, что этого не происходит. Это происходит, адвокаты продолжают помогать беженцам. Так вот, министром от внутренних дел была Аелит Шакет, да, из еврейского дома. То есть теперь возьмем Аелит Шакет, умножим это на 5, и мы получаем глав вот в третьей партии по величине. Да, с точки зрения их взглядов. Я говорю, это не то, что там специально, скажем так, они не проукраинские, они не пророссийские. То есть это люди таких взглядов, которые за, за чистоту еврейского общества. И
То есть у них такая же позиция по отношению к иммигрантам рабочим и так далее. Ну, То есть понятно. и то, что мы имеем, да, если мы говорим про теперь, давай попробуем, как бы, это у нас вводные, да, и мы говорим, окей, эти люди сейчас пришли к власти, чего мы ожидаем? И я боюсь здесь давать прогнозы. И Бенемин Нетаньягу, да, перед выборами, там, за неделю, было некое такое заявление про то, что, окей, придем к власти, и тогда рассмотрим помощь Украине. Есть те, кто говорят, что это абсолютно популистское заявление, и попытка в последний момент заполучить себе голоса украинской улицы. Есть те, кто говорят, что у Бенемина Нетаньягу не будет выбора, потому что то, как сейчас устроен мир и вся международная... Ну, Иран, имеется в виду Иран, когда просто выходит Иран, начинает поставки, ну, по сути дела, они, вот давайте честно скажем, Иран тренируется для нападения на Израиль, вот просто честно. И это должно Да, быть очевидно людям, многим, да, трезвым хотя бы просто. дело не в том, что он только дело не только в том, что он тренируется. Дело в том, что в Иране сегодня есть очень много русских денег или комплектующих составляющих. Нужно напомнить, что Иран находится уже 30 лет под санкциями. Россия сегодня делает невероятные вливания скажем так, в экономику и в индустрию иранскую, именно военную, да, производство, потому что, с одной стороны, Россия пользуется этими, как бы ей это необходимо для того, чтобы продолжать убивать мирных граждан в Украине. И Иран планирует делать то же самое здесь, в Израиле. То есть как бы цель номер один — уничтожить государство Израиль. И поэтому в такой связке с теми, скажем так, общественными организациями, институциями, которые есть в Израиле, и главное, важно понимать, что в Израиле есть немалое место у армии, у главнокомандующего, да, который руководит армией, то есть у Шабака, который собирает информацию. То есть они 100% диктуют повестку. Это не то, что ну, один премьер-министр Вот я хочу самолично тут принимает пояснить решение. нашим зрителям Украине, да, что в Израиле власть, как я полагаю, устроена так. Есть гражданская администрация, министры, правительство, и есть военный кабинет, который тоже во главе с премьером, но в котором участвует военный, и там как бы, ну, он как бы отвечает за безопасность Израиля, и там приоритет один, как бы, да, то есть не политический популизм, а именно армия, безопасность, спецслужбы и так далее. Продолжай, пожалуйста. Да. Все, да, спасибо большое за эту ремарку. И все именно так, и поэтому тут тоже, ну, можно сказать, что есть как бы отдельные факторы и влияния на те решения, которые будут приниматься. Плюс я немало слышу заявлений от тех людей, которые, да, пошли и проголосовали за Беньямина Нетаньягу. Среди них есть и мои друзья, мы не совпадаем взглядами, но как бы мы все вместе помогаем Украине. И то, что они говорят, это то, что Бенемин Нетаньягу очень прагматичен. То есть он преследует свои интересы, интересы Израиля, и поэтому если эта дружба будет не впрок или не в толк, или там, я не знаю, как сказать, то тогда ее не будет. Мы сейчас, знаешь, перед выборами есть там день тишины, да, вот мы сейчас, наверное, тоже в таком моменте ожидания. То есть, во-первых, должна собраться коалиция. Важно понимать, что эта коалиция приходит исправлять все то, что сделано, значит, некошерным правительством, да, скажем так, центристских партий, то есть как бы возвращать все, чего было, ну, как бы, было лишено, как бы, электорат, был лишен электорат этих партий. Мы говорим про Нахлоет, ну, про поселение, мы говорим про, как бы, про ешивы и так далее, да. Поэтому, ну, у этой стороны тоже есть много претензий к, скажем так, центристскому правительству, что перекос был в другую сторону. И как бы мое предположение, что поначалу Украиной не будут заниматься, потому что будут заниматься внутренними вопросами, вопросами безопасности. Важно также сказать, что за последние там пару месяцев в Израиле произошло очень большое количество терактов. Теракты не на уровне взорванных автобусов или запущенных ракет, но теракты, где там ну,
режут, колют, там, сбивают машинами и так далее, да, то есть у нас в Иерусалиме вчера произошел теракт, и на дороге, на трассе, вообще практически возле моего дома, ну, возле города, в котором я живу, у нас там находится блокпост, и там было много лет очень спокойно, то есть по этой дороге можно было ездить, она действительно идет рядом с территориями, это дорога в Иерусалим, Тель-Авив, и там тоже был теракт, на этом блокпосту пытались убить солдаты, но, слава богу, ну, скажем так, да, террориста убили прежде. Поэтому у нас есть очень сильные волнения. Я думаю, что результаты этих выборов и есть реакция на, ну не то что на страх, а вот вопрос безопасности, он был главным на этих выборах. Он всегда, ну, он всегда лидирует, но на этих выборах он был наиболее актуальным для тех, кто шел голосовать, потому что мы видим то, что происходит в мире, мы видим то, что происходит с Украиной, мы видим, да, как несмотря на то, что мир помогает Украине оружием, там, технологиями, Украина одна, один на один с двумя огромными державами, военными, безумными, тоталитарными, Ираном и Россией борется, ну, как бы, да, воюет. И это угроза перед глазами. Это важно тоже понимать. И я думаю, что в Израиле как раз ну, это была как бы результат этих выборов были как раз реакции на вопрос безопасности нашей страны. Вот. Как будет, как это отразится на помощи Украине, у нас остаются все те же инструменты, то есть как бы выходить на демонстрации, писать письма, как бы обращаться, собирать тех, кто, да, Но вы, скажем так, Ань, может продвигать интересы вы Украины. хотите То есть, пояснять обществу и политикам, как я понимаю, что Россия усиливает Иран, а да. Иран это откровенно нацистское государство, так же как Россия нацистская по отношению к Украине, точно так же идентично, но просто это давно уже было известно. Израиль маниакально настроен уничтожить Израиль. Израиль небольшой, они, видимо, планируют какую-то доктрину. Но если не ядерные бомбы, то вполне возможно и ядерные бомбы. Почему бы Путину не дать им ядерную бомбу, тактическую или какую-то еще ракету взамен на такую помощь, которую сейчас Иран оказывает, да? Ну и, допустим, даже стаи дронов в огромном количестве, там, ракеты и так далее, и так далее. То есть они вполне способны нанести огромный ущерб, по крайней мере, попытаться нанести огромный ущерб Израилю, так? Вот это понимание общего врага, оно может повлиять на политику правительства из чисто опять, то есть сотрудничество с Украиной ради того, чтобы вот не усиливался Иран. А вот пока такое сотрудничество России и Ирана, двух террористических держав, существует, Иран объективно усиливается и усиливает ее объективно Россия. Все, как дружить с такой Э, страной. Мне кажется, это логично. Мне, тебе, я понимаю, что как бы находясь на том месте, я не в правительстве, я не являюсь там действительно экспертом. Я больше, как сказать, анализирую из того, что я вижу, слышу, я общаюсь, я много смотрю аналитики с украинской стороны, с израильской стороны, читаю на 3 языках и пытаюсь собрать все как бы воедино, да. Поэтому то, что ты говоришь, мне кажется абсолютно логичным, что у Израиля это прежде всего вопрос не только безопасности, но и самовыживания в кооперации с Украиной и помощь Украине, да, обмен той необходимой ценной информацией, которая есть сегодня для того, чтобы победить, ну, противостоять как бы этому врагу, ну, внешнему врагу Иран. Теперь, я понимаю, что есть голоса, мы слышим тоже, вот ты не называл имена, я тоже не назову имена, но мы слышим голоса именно в сфере безопасности, которые говорят все больше и больше, что с Украиной нужно сотрудничать, и про то, что не видят никакой проблемы передавать им оружие. И, да, и вот этот страх перед Россией, перед второй армией мира, хотя Украина всему миру доказала, что это все просто бумажный дракон, даже не дракон, а осел, я не знаю, да, и поэтому, ну, то есть нужно прекратить бояться. Возможно, я скажу это в скобках, скажем так, да, и Биньямин Нетаньяху как раз тот премьер-министр, который
например, 8 лет противостоял президенту Обаме, да, то есть как бы у нас были очень сложные отношения все эти 8 лет с Америкой из-за того, что как бы, тут два разных взгляда Ну, сошлись, и поэтому Обама тот еще фрукт. Это другая крайность, это да. да, Не но, будем но, то, что подробно я, говорить. но то, что я хочу сказать, что Беньямин Нетаньяху был как раз тем лидером, который Обаме противостоял, который не... И, возможно, как раз говорят, что здесь, если это будет в интересах Израиля, а это однозначно, это видно, это, про это говорят все аналитики, что это 100% сотрудничество с Украиной и поддержка ее в интересах Израиля, то тогда будет измененный подход в оказании помощи. Но мы Ну, должны спасибо дождаться. тебе за прогноз. Мы не знаем, мы посмотрим. Мы посмотрим. Вот. Но действительно все очевиднее становится, что враг-то общий, и как-то и с логикой у евреев никогда не было плохо. Вот. И логическая цепочка здесь абсолютно понятна, и ось зла выстроилась, она террористическими методами ничем не отличается, их подход как бы к уничтожению вражеских стран, которые они хотят уничтожить, ничем не отличается. Идеи у иранцев точно такие же, абсолютно. Причем им даже наплевать на мусульман, они и на Саудовской Аравии угрожают точно так же. То есть это абсолютная история про безумие, равное путинскому. Правда, про путинское почему-то мало кто догадывался, хотя он откровенно весь мир предупреждал о том, что у его страны нет границ, ну и стало быть такое. Вот. Я вообще, знаешь, о чем поговорить? Вот остаток нашей программы, где-то 10 минут еще, даже, нет, не 10, 6, 5-6. Вот, хочу поговорить вот о чем. Вот, честно говоря, я немножко переживаю за Израиль, потому что сейчас опять волна алия из России очень много. Я не буду никого отдельно там подозревать ни в чем и так далее, но приезжают люди, многие, не все, но многие, с промытыми пропагандой мозгами, с пророссийским мышлением, с представлением своими вот этими расистскими взглядами. Я в ужасе иногда был в Израиле от того, ну, как люди, бывшие репатрианты из России, набрасываются буквально на евреев, которые живут там всю жизнь, со своими представлениями о врагах. Вот это страшно, конечно, видеть, когда человек, значит, он всю жизнь терпел, типа, в Советском Союзе, что вот ты еврей, 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 а приезжая в Израиль, он вдруг относится также к другим людям, как бы, которые не устраивают его взгляды, там, или там, национальный цвет кожи. Иногда страшно бывает. Вот насколько влияет, какая часть вины, если так можно сказать, вот в такой политике, в сложной израильской, лежит на людях, которые приезжают туда из СССР, приезжали, вот сейчас из России. Это проблема для Израиля? Э, На мой взгляд, я сейчас обозначу проблему, и она немножко, может быть, по-другому сформулирована, но дело в том, что в мейнстриме, если мы говорим про израильское общество, про это не говорят и не догадываются. То есть не читают на русском языке, да, то есть на самом деле есть внутри израильского общества такое количество проблем с эфиопами, с религиозными, с арабами, там, не знаю, да, можно этот список перечислять. Поэтому как бы, до проблем на русской слэш-украинской улице там интерес не доходит. То есть сейчас из-за войны это стало действительно как бы больше пресса про это пишет. И есть постоянно всякие столкновения. На меня, как бы, меня физически чуть не избили из-за того, что у меня на лице был флаг, украинский флаг. Я возвращалась Ну из... вот подтверждение моих слов о качестве некоторых людей, многих, которые приезжают зараженные абсолютно к ксенофобии, вот этим всем, Смотри, но расизмом. я бы разделила. Мне кажется, то, что сейчас в Израиле, там, например, последние 10 лет, как раз в Израиль приезжает путинская алия. В основном это приезжают люди среднего и высокого достатка. Сейчас мы здесь видим, блогеров, известных режиссеров, там, Тимур Артистов, Беков здесь, поэтов, да, то есть, да, программистов. то есть, ну, как бы все приезжают сейчас в маленький Израиль, и это как раз те люди, которые, ну, либо высказываются
То есть они тем, что не приехали сюда, это их такая позиция, ну, выступление против войны. Да. У меня есть ребята, друзья, которые приехали из Москвы, я знаю их по еврейской тусовке, я работала когда-то в еврейском агентстве «Сахнут», я знаю, как тяжело дается это решение, что переживают эти люди. Ни в коем случае не сравниваю это с трагедией и с войной в Украине, это вообще другая история, но факт, важно понимать, что это как раз не те сумасшедшие, промытые, с промытыми мозгами, которые, ну, то есть это более осознанно, да, люди, которые выступают против, которые не могут, Но это ну, позитив. Если так, то это позитив. те, кто, да, Да. это те, кто выходили на площади сейчас во время войны. Моя подруга, которая была арестована, и я до того момента говорила, выходите на площади, но после того, как арестовали ее и продержали в приемнике там, и я узнала уже постфактум, я как сказать, я аккуратно говорю эти заявления. С другой стороны, тут есть алия 90-х, которые уехали из Советского Союза. И если мы говорим про вот с промытыми мозгами, это те, кто смотрит российскую пропаганду, а в Вот, Израиле да, зрители российских телеканалов, да, В Израиле это не, ну, скажем не так, российские запрещено. каналы Да. не запрещены, потому что мы проверяли и У хотели нас 2 подавать. минуты еще, Анечка, 2 Да, минуты. то есть заканчиваю, то есть это кабельное телевидение, и их невозможно запретить. Мы смотрим, что можно сделать. Короче, 90-е годы, те, кто приехал сюда, мы видим, что это самые отпетые люди, которые выходят за Путина, призывают его Ну вот я приехать и про них навести и в Израиле говорил, именно порядок, зависит. Ахмад Сила и все, и как бы и все прочее. Это все результат пропаганды российских каналов, и это тоже мы ставим перед собой задачу. 8 месяцев мы ее не могли решить, но это не значит, что мы опустим руки и не будем этим заниматься. Пропаганда – это одна из тем на повестке заниматься в Израиле, потому что она 100% влияет на взгляды людей Спасибо. и то, что Спасибо, они делают. Анна. И всем друзьям, знакомым и незнакомым передавай привет, огромные благодарности. Да, потому что это чрезвычайно важно. Это, по сути дела, вы занимаетесь не только помощью Украины, вы занимаетесь еще и спасением Израиля. Потому что информационная война очень сильный вплыв на вот этих людей, которые даже многие на иврите это не понимают, и новостей не смотрят, и не читают. Они фактически захвачены пропагандой российской в плен, вольно или невольно, я их не отмываю, но по факту это так. И это все в комплексе является проблемой безопасности Израиля в том числе. Я очень люблю Израиль, у меня там самые близкие люди, которые у меня есть, там находятся. Вот, и я хочу пожелать вам того, чтобы не произошло ничего подобного, что случилось с Украиной. Но для этого нужно бороться вместе. Спасибо тебе огромное. Вот, Спасибо все. огромное. И мы ждем тебя тоже в Израиле, и мы всем сердцем, я всем сердцем с Украиной, и делаем все возможное здесь, на нашем фронте, Но чтобы если Украина будет, как и победила и будут победила. какие-то акции, конференции, и так далее, где нужно выступить и что-то объяснить, я готов это сделать самым таким подробным, спокойным образом, с чистой логики и так далі. Спасибо огромне. Чох Саголос, і я дуже вдячний нашим глядачам по всьому світу за допомогу і за увагу. Дивіться АТР далі.